Итак, ребятки, привет! Сегодня у нас первая машинка. Это будет Honda Fit RS, 1,5-литровый мотор. Обратите внимание на ручки. Да, очень классная машина, крайне маневренная, управляемая, бодрая, но очень, конечно, непривычно, полагаю, нахождение ручки слева. Да, информацию по лошадиным силам, приводу и всему остальному я оставлю в описании. И очень давно я не ездил на ручной коробке передач, честно, непривычно. Еще и когда и слева. Единственный раз я ездил на Сильвии, да. Блин, как непривычно на ручке. Немного прокатимся на этой машинке. Дам свои ощущения, главное бы не заглохнуть. Ну, вот так вот она. Ну, такая. Чем она мне нравится? Тем, что она маневренная, она маленькая и очень управляемая. Такая. Оу. Да, тут, кстати, антибукс. Включается, чувствуется стабилизация, что-то здесь присутствует. Вот, машинка очень такая резвая. Вот если бы он был на автомате, они есть на автомате, эти фиты RS, есть на ручке, есть на автомате. Ну, если вы хотите прям всаживать, берите на ручке. Если вы хотите как-то чуть покомфортнее, берите на автомате. Все, тут все просто. Да, он очень такой, очень маневренная машинка. Она реально пытается держать дорогу, она слушается. Классно. Так, что у нас, бензин кончается или она хочет, чтобы я пристегнулся? Не суть. Пойдем посмотрим снаружи. Вот такая вот девочка или мальчик, кто его знает. Ну, Fit RS, полагаю, парнишка. Оцените внешний вид. Как он вам? По мне очень интересный экземпляр. Дальше давайте полазим по салону, посмотрим интерьер. Собственно, вот такие вот сиденья тканевые, да. Все аккуратно, единый стиль сочетания очень хорошее, с такой, знаете, стабильный черный стиль везде присутствует, темные цвета, где-то немножечко фиолетового, но в целом это очень комфортно смотрится вот с этой красной прострочкой на сиденьях, на ручке. Давайте посмотрим багажник. Это, видимо, я так полагаю, это родная банка лежит. На тот случай, если новый владелец не захочет, чтобы у него было небольшое урчание. Ну, давайте я вам покажу, что это за звук. Продемонстрирую немного. Ну, честно говоря, я бы не сказал, что это такой противный громкий звук. Я думаю, можно и оставить. А этот старый глушитель просто про запас. Так, давайте теперь здесь заглянем. Ну, вот такой обычный хондовский мотор с автеком. Автек, я думаю, кто-нибудь знает, что это такое. Я оставлю описание, что такое автек. Очень крутая система на Хонде. Ну, если по-русски, по-простому говоря, то она начинает, по-моему, свыше 4000 очень быстро поднимать обороты. То есть двигатель крутится, там что-то, я не знаю, как это объяснить. Я, в общем, ссылочку вам обязательно выложу.
Итак, друзья, это Mercedes. Это тот самый всеми любимый Mercedes. V220. Это всеми любимый V220. Тот самый шикарный Мерс, который бывает с разными моторами. Кто-то в грязь заехал. Начиная от 3 литров и заканчивая там, по-моему, версия AMG 6.3. Ну, я выложу описание, потому что там моторов полно. Очень лютая машина. Она, конечно, на любителя. В том плане, что ну, не все любят большие машины. Она крайне роскошная, так скажем. Крайне роскошная. Крайне большая. Ею управлять и владеть это нужно уметь, скажем так. Здесь у нас кнопка, я так понимаю, кондиционер. Здесь у нас стеклышки поднимаются, опускаются. Регулируется полностью задняя сидушка, как видите. Вот она двигается вперед, назад. Опускается спинка. Спинка не опускается, видимо, на незаведенной машинке. И есть, смотрите, есть у нас также подогрев сидений. Такая прямой конкурент Цельсиору. Ну, по размеру может быть она примерно такая же. Но по оснащению, мне кажется, Цельсиор выигрывает. Хотя, может быть, это не самая полная комплектация, поэтому здесь как бы ну, некоторые вещи уступают цельсиоровским. Ну, здесь можно книжку читать, можно в зеркало смотреть, да? Повсюду подушки, повсюду комфорт, тишина. Ну, даже я вам скажу, что отделка как-то отделка вызывает легкое удивление. Мне кажется, все-таки Mercedes, да, и вот Цельсиор, который был у нас в прошлом выпуске, ну, по-моему, Цельсиор гораздо круче. Ну, Цельсиор круче. Ну, присосочки, кстати, да. На Цельсиоре тоже присосочки присутствуют. Если мы вот так сделаем. Оп. Эй, че? Ты ж только что присасывалась. Вот, присосалась. А задняя? И задняя присосалась. Все присасываются. Давайте мы его сейчас заведем. Заведем и посмотрим этого красавца. Немножко прокатимся, посмотрим, на что он способен. Смотрите, масло здесь заливали Бардаль, даже шильдик остался. 123 тысячи. Ну, это в 123 тысячи меняли. Это замена следующая в 123 тысячи, кстати говоря. В 118 тысяч меняли, сейчас 119. У машины пробег, то есть, по сути, поменяли масло и продали. Вот. Хозяину очень повезло. Заведем. Да, лютый зверь, лютый зверь. Так, закроем окошко, чтобы понять. Полноту шумоизоляции. Так, выключим все лишнее. Где у нас тут музыка? Ну не знаю, ребят. По мне, что-то я только что вот ездил на Цельсиоре, и мне кажется, Цельсиор круче. По крайней мере, вот по отделке, по качеству материалов. Кожа здесь, ну, не тянет на цельсиоровскую, честно. Да, есть свои какие-то фишки, свой кайф. Ну, люк он везде может быть, в принципе. Но это Mercedes, да, это свои какие-то стандарты, правила. Даже полбака бензина японского оставили нам продавцы. Давайте немного попробуем прокатиться. Так, как вам, так удобно?
Здесь у нас пневма, так же, как, собственно, и на Цельсиоре. Может быть пневма, могут быть пружины. Задней камеры нету. Такие люксы идут в японцах. В Мерседесе это отсутствует, по крайней мере, на этом. Вот такого состояния Мерседес леворуки. Ох, ну мотор, конечно, чувствуется. Насколько я помню, это был у нас именно 5-литровый экземпляр. По поводу шильдика AMG надо уточнить, посмотреть. Я вставлю обязательно, это настоящая AMG или это просто наклейка, да, красивая. И тогда будет более ясно. Это дурацкая система. Хотя эта система, конечно, правильная по поводу того, чтобы пристегнуться. Не знаю. Я бы, конечно, если мне предложили Mercedes или Цельсиор, я подумал бы еще, не знаю, правда, что я выбрал. Наверное, Mercedes, конечно, должен больше, быстрее, лучше валить, чем Цельсиор явно, потому что все-таки 4,3 против как бы 5 литров немножко неравно. Ну да, так едет он неплохо, в принципе. Тяжелая очень машина, чувствуется прям очень-очень она тяжелая. Ощущаешь. Ну и на Цельсиоре тоже, в принципе, это ощутимо вполне. Да, здесь свой кайф. Мерседес есть Мерседес. Не знаю, мне трудно про Мерседес что-то говорить, честно сказать, так вообще трудно. Багажник я вам хочу показать. Багажник превосходный просто. Ну опять же, у Цельсиора, по-моему, багажник побольше. Реально. Это что у нас такое здесь? Ух ты. Какая-то кассета. Честно говоря, не знаю, что там, жесткий диск или что там должно быть. Ну интересно, во всяком случае. Аккумулятор у нас стоит вот здесь. Смотрите какой. Ну состояние, кстати, реально кайф. Резина новая вообще стоит. Видно, что нульцевая резина, возможно, даже заводская. Полный набор, полный комплект инструментов, даже вплоть до предохранителей, домкрат. Ну, в общем, все-таки да, люди в Японии совсем другие. Они совсем другие. Я не знаю, в России встретить в таком состоянии машину, Мерседес, чтобы был, ну это прям надо постараться, правда, потому что, ребят, ну вы видели, да, он, ну его отполировать бы желательно там, да, хотя в салоне, в принципе, чисто, вообще вони никакой нет, просто детейлинг хороший провести, и машина будет просто в шикарном состоянии, на самом деле. Сейчас он мне нравится, и вы знаете, я вам скажу, что он очень простой. Это S-класс, но он реально простой.
Здесь ничего нету. Ну да, здесь есть как бы кнопки управления там сиденьем, кондиционер, климат-контроль. Ну, есть, да, соединение с телефоном по Bluetooth, климат, ну, да, пневмо, ну, здесь ничего такого уникального нету, да. В принципе, в Цельсиоре, по сути, тоже ничего уникального нету, но он как-то круче. Не знаю, по надежности, мне кажется, все-таки я бы взял Цельсиор. Я бы взял Цельсиор. Мерседес это... Мерседес... Я бы хотел его взять, я бы с удовольствием взял, если бы у меня было куча денег, честно. Потому что он даже больше, по-моему, мне кажется, он больше, чем Цельсиор. Цельсиор едет иначе совсем. Посмотрите, две эти машины. Вот они рядом. Можно сравнить. Какая вам больше нравится? Напишите обязательно в комментариях, Цельсиор или Мерседес. Потому что это два таких быка, два бойца, которые, ну, просто они конкуренты лютые были, да, когда-то. Не, ну Цельсиор тоже крут, он очень крут. Не сказать, что и Мерседес крутой. Я не знаю, даже вот честно. Они по-своему хороши, они очень похожи. Цельсиор, он как-то более дутый, он более высокий. Мерседес, он такой более спартанский. Ну не знаю, честно. Наверное, потому что я к японцам приелся, я бы взял Мерседес чисто погонять. Но вот по салону, ну, посмотрите, вот отделку, опять же. А Цельсиоров у меня нету сейчас, Цельсиора ключи. Но вот посмотрите, да, Мерседес. И сейчас посмотрите Цельсиор, да. То есть, ну, здесь как-то комфортнее все, красивее, уютнее гораздо. То есть здесь прям вообще кайф. Честно. Наверное, все-таки с небольшим, совсем с небольшим мелким перевесом выигрывает у нас Цельсиор. Третья машина у нас сегодня это Forester. Я с недавнего времени как-то случайно совершенно стал поклонником Форестеров. У меня уже было два Subaru, и это вот как вариант, который, ну, можно рассмотреть на самом деле для покупки. Потому что, по сути, это отчасти кроссовер, полный привод. Она едет, если она турбовая, то она вообще очень хорошо едет. Но она очень простая. Простая, пустая машина, там, скажем, да, там нет ничего такого вот сверхъестественного, да. Нету такого комфорта, как в Тойоте. Нету этого количества кнопок, функций, систем стабилизации, там, управления машиной и всего остального. Как бы Subaru это простые японские машины. Да, это простые японские машины, но очень многие переживают, что они как-то сыпятся, ломаются. Я не скажу так. Уже я пользуюсь Subaru порядка, ну, полугода, и как бы, ну, никаких вопросов вообще они не вызывают. Ничего там не сыпется. Единственное, что я бы вот у них отметил, у них слабоватые сидушки, очень часто подтираются. Здесь вот именно вот эта ткань, ну, на всех вариантах машин. И Impreza, и Legacy, и Forester, как бы у них есть эти косяки. Ну вот так вот сядем мы в Forester, в принципе, и поедем. Ну вот, в принципе, в лес, в принципе, куда угодно, и по городу на нем очень комфортно. На нем можно заехать в грязь, в болото. У него достаточно высокий клиренс, чтобы можно было, опять же, куда-то поглубже залезть. То есть, ну, вот, да, смотрите, в принципе, не знаю, сантиметров, наверное, под 25-30 плюс-минус того где-то. Сзади очень высокий тоже свес. То есть можно на самом деле глубоко нырнуть и ничего не будет. Давайте его заведем, немножко прокатимся. Так. Ну что, Subaru Forester, у данного аппаратика 134 тысячи километров пробег, он на автомате, полный привод, порядка 140-150 лошадиных сил. Вот
я рассматриваю себе этот вариант машины на ближайшее будущее, потому что хочу кроссовер и хочу полный привод. Но хочу, чтобы это было недорого, чтобы это было чем-то японским, таким дерзким. Мне очень нравится Subaru, но, естественно, нужно смотреть за состоянием. Эти машины простые, в Японии они дешевые, и к ним относятся, ну так, достаточно просто, как мне кажется. Поэтому выбирать надо очень внимательно машинку, чтобы взять хорошее состояние. Проверим, как она едет. Немножечко прокатимся. Давайте. Ничего сверхъестественного я не ожидаю, потому что это у нас не турбо вариант, обычный. Но, тем не менее, управляемость должна быть не очень хорошая. Ну, как бы так. Едет очень медленно. Очень медленно едет машина, честно, да. Она медленная. Да. Тут вы не увидите чего-то такого прям уникального. Супер скорости какой-то, да? Еще что-то, да, здесь такого нет. Нет машин. Ну да, чего-то сверхъестественного здесь нет. Едет, набирает, но не турбо, далеко не турбо. Хотя я думаю, для такой большой, это как бы кроссовер, для кроссовера в принципе нормально, вполне нормально для кроссовера. Так, ну что, ребятки, давайте полазим снаружи, посмотрим салон. Багажник. Широкая, большая, классная машина. Да, меня прям она устраивает. Сюда можно много что закинуть. Вот что самое интересное. Для задних пассажиров места не так много, да? Для задних пассажиров места не так много, а вот багажник огромный. То есть, если сейчас расстелить эти сидушки, убрать вот эту полку, то здесь войдет очень много. Очень много. Холодильник огромный можно закинуть на самом деле. Здесь давайте посмотрим для интереса состояние. Все как всегда шикарно, в идеале. Здесь какие-то у нас кармашки субаровские. Ну, вот так вот все реализовано. Аккуратненько, отдельненько. Здесь чего-то должно быть. Не знаю, что там должно быть. Здесь у нас есть прикуриватель. Очень удобно. Здесь ниша, можно что-то положить. Ну, на самом деле вообще классно. Такая походная машина очень. Вот кто любит путешествовать с семьей, куда-то поехать с палатками там или еще что-то, забраться в непонятное место. Конечно, если поставить более мощные колеса какие-то, то на этой машинке можно, я думаю, забраться очень и очень глубоко. Subaru Forester Cross Sport. Вот такой вот прикольный аппарат. Сзади места, в принципе, ну, достаточно. Если не сильно большие люди будут сидеть, то четвером на нем ехать можно. Но я скажу, что на Импрезе и на Легаси места чуть больше, чем здесь. Здесь почему-то они, ну вот, не знаю, видимо, в угоду багажнику они решили сделать место меньше. И у нас задние пассажиры при этом пострадали. Ну, вот так, в общем, такой вариант интересный.